Дамир Чичикович, добрый день. Я беседовала по телефону с некоторыми вашими пациентами и через них узнала о вас. Они называют вас своим спасителем. Скажите конкретно, чем вы занимаетесь в этом госпитале? Здравствуйте. Спасителем, наверное, это слишком громко сказано, конечно же. Я доктор-реаниматолог, занимаюсь на данный момент тяжелыми больными по болезни ковид-инфекции. Сейчас на данный момент мы находимся в Гудаутском госпитале в инфекционном отделении. Мои подопечные — это как раз самые тяжелые пациенты или те пациенты, которые вызывают у нас сомнения в плане ухудшения прогноза их здоровья. Скажите, наверное, не все врачи хотели бы работать в таком центре. Вот вас лично обязали или вы сами изъявили желание работать в ковидном центре? Конечно, были сомнения у людей, что каждый боится, видимо, все люди, и врачи тоже люди, заразиться инфекцией. Но что касается реаниматологов, в Абхазии их не так много, к сожалению. Но мы, коллеги, оказались дружные. У нас было еще в апреле месяце, когда только началось формирование госпиталя, и врачебных бригад по ковид-системе. У нас было собрание среди реаниматологов, и мы распределили наш график дежурств ежемесячный среди врачей, которые дежурят здесь. Поэтому у нас не возникало проблем с формированием я сейчас говорю именно за реанимационные бригады. Мы дежурим здесь с апреля месяца, и ввиду того, что коллеги поддерживаем друг друга, поэтому у нас не было проблем с формированием бригад. Когда у нас выздоровели последние ковид-больные, мы все так обрадовались, но через некоторое время, совсем недавно возникли новые очаги. Скажите, сколько времени на этом последнем этапе, скажем так, вы уже находитесь в этом госпитале, сколько дней? Реанимационные дежурства были сформированы по принципу необходимости. В то время, когда еще у нас были студенты наши, среди них, к нашему счастью, тяжелых больных не было, и поэтому реаниматологи, ввиду отсутствия таких тяжелых больных, с данной категорией больных не контактировали. У нас были однодневные дежурства, мы приезжали, с больными не контактировали, а дежурили мы с целью экстренной ситуации, если вдруг возникнет больной отяжелеет, чтобы мы пришли ему на помощь. Это было, я повторюсь, когда у нас лечились наши студенты. Потом какое-то непродолжительное время у нас вообще не было больных, но тем не менее дежурства наши продолжались. Сейчас у нас другой режим работы. Ввиду того, что у нас есть сейчас тяжелые больные, и реаниматологи мы контактируем с этими больными. Поэтому у нас идет режим такой. Мы неделю дежурим здесь. Вы неделю постоянно находитесь в красной зоне? Нет, сам госпиталь тоже разделен на красную зону и зоны чистые. Мы находимся в самом госпитале в течение недели. По необходимости, там в течение дня несколько раз доктор посещает больных по необходимости. По необходимости. Да. И неделя, значит, мы должны находиться здесь, и после того, как мы уходим уже из госпиталя, мы идем на 2-недельную самоизоляцию. Скажите, а в вашей бригаде сколько человек работает? На данный момент реаниматолог, 1 реаниматолог и 3 доктора терапевтического направления. Доктора терапевтического направления, они занимаются больными средней тяжести и с легким течением заболеваний. Скажите, а тяжелых пациентов сейчас сколько? На данный момент у нас 2 тяжелых пациентов, состояние которых вызывает у нас тревогу. И сколько времени они в тяжелом состоянии? 1 больной уже в течение 6 суток в тяжелом состоянии. И еще одна больная, она отяжелела 2 дня назад. Скажите, они подключены к ИВЛ или... 1 больной, тот, который я говорю, первый больной, он подключен к аппарату ИВЛ, а другая больная, она получает на постоянном
постоянно получает кислород, но это не искусственная вентиляция. Оба пациента находятся в ясном сознании, но тем не менее по легочным их проблеме, вот основного заболевания, они вызывают у нас тревогу. Уже вот среди пациентов, которые пока еще находятся в госпитале, ну если вы говорите, что двое тяжелые, остальные вот среди них есть, наверное, которых вы вернули к жизни? Реанимировали? К нашему счастью, таких больных у нас не было на данный момент. Об общей ситуации в госпитале, сколько больных и как они переносят болезни и так далее, вы в курсе или у вас информация сугубо вот по своим тяжелобольным пациентам? Нет, у меня общая информация тоже есть, конечно. Значит, на данный момент в госпитале 36 больных. Из них двое тяжелых, как я уже сказал, и еще 5, которые пока в средней степени тяжести, но под активным наблюдением. Они все под наблюдением, естественно, но вот еще 5, которые вероятность отяжеления, тяжелого течения болезни у них присутствует. Это в основном из-за сопутствующих заболеваний, которые у них присутствовали еще до ковид-инфекции. Постоянно у нас идет процесс выписки больных, и поступают тоже больные новые. Я слышала от пациентов, что медсестры работают на износ. Ну, то, что они мне говорят, означает, что они к этой работе относятся как к профессиональному и моральному долгу, а они как к принудительной отработке. Скажите, вот именно медсестры чаще всего бывают в красной зоне? Да, вы совершенно правы насчет присутствия медсестер, потому что доктор назначение выполняет и ведет активное наблюдение. Все назначения непосредственно выполняет медсестра. И суммарно они находятся более длительное время в красной зоне. Что касается, наверное, неправильно было бы сказать на износ, условия работы сами по себе изначально тяжелые, потому что нужно, чтобы зайти в красную зону, нужно одевать специальный костюм, который фактически не пропускает воздуха. В нем довольно жарко. Сейчас у нас лето, температура высокая. Бывает в некоторых палатах кондиционер, не во всех палатах есть кондиционер. Плюс, когда человек одет в такие костюмы, это, естественно, тяжело. Девочки наши молодцы, очень ответственно подходят к своей работе. Я пока здесь находимся, мы уже 4-е сутки, ни у одной не возник вопрос, что я сейчас не могу идти. Скажите, а вот говорят, что не хватает санитарок. Вы не скажете, почему? Что не хватает античумных костюмов для них? Это правда? Однозначно скажу, античумные костюмы у нас есть в достаточном количестве. Ни одного медработника мы к пациенту не подпустим, не одев как положено. Это просто преступление, и мы, естественно, на такие вещи не пойдем. Что касается санитарок, действительно, да, была проблема в нашей бригаде, если она была по врачам и среднему медперсоналу, медсестер, была укомплектована в достаточном количестве, то с санитарками возникли проблемы, которые местной администрацией больницы Даутского госпиталя на данный момент тоже решена. У вас, наверное, есть возможность сравнить, скажем, как вы работали в штатном режиме, в своей родной 2-й городской больнице, и теперь уже в таком сложном ковидном центре, сравнивая работу там и здесь, вы можете сказать, что именно в теперешних условиях врачи, вообще медперсонал особенно проявляют и свои профессиональные качества, и человеческие тоже. Как-то эта ситуация проверяет ваших коллег на смелость, на ответственность, на гуманность? Вы знаете, сравнить работу в инфекционных боксах, в частности в ковид-центре, с другой работой просто невозможно, потому что ни по каким законам нашим человек не должен работать в течение 7 дней, я думаю, вы сами прекрасно знаете. У нас дежурство максимально суточные дежурства в нашем обычном режиме. Помимо этого, то, что мы в сутки дежурим, мы имеем свободный доступ к больным. У нас нет необходимости какие-то специальные средства защиты
высокого уровня. Да, мы, конечно, одеваем маски, колпаки, там специальные халаты, но это ничто по сравнению именно с костюмами, противочумными костюмами, которые мы одеваем здесь. Ну, наверное, правомочно будет сказать, что условия действительно тяжелые. Но мы особенно к медперсоналу среднему хочется выразить благодарность, потому что самоотверженно, у всех есть семьи, вы наверняка сами понимаете, у многих есть маленькие дети, и на 7 дней вырваться из жизни, вы понимаете, это 7 дней здесь, на работе, когда ты вообще не выходишь фактически за пределы госпиталя, и потом далее еще 2 недели самоизоляции, это в общем итоге 3 недели человек выпадает из жизни. Ну, если для мужчин, наверное, это как-то немного легче в том плане, что у нас тылы всегда защищены, то для девушек, женщин, семейных это довольно сложно. Бесспорно. Понимаете, не каждая семья воспримет такую информацию, что я ухожу на 3 недели. Мы тоже гордимся ими. И знаете, наконец, еще один такой вопрос. Я очень хотела связаться и взять интервью у начальника вашего госпиталя Шамба. О его работе тоже слышу очень много положительных отзывов, но он не согласился на интервью. Что вы можете в 2 словах сказать об организации в этом госпитале? Вы знаете, в госпитале, когда только это в апреле месяце, чтобы вы понимали, первые был организован госпиталь. Если мы, доктора, которые дежурим сюда, приезжаем, и тогда приезжали на сутки, бывали на неделю, мы приезжали, уезжали, то этот человек, и в том числе не только он, я хочу подчеркнуть, но и все сотрудники, руководящие госпиталя, с апреля месяца практически с небольшими перерывами, как говорится, на обед домой, они находятся здесь. То есть сколько раз я не приезжал за все это время в госпиталь, они постоянно на связи, они постоянно на дежурстве и доступны 24 часа в сутки. Я имею в виду для медицинского сообщества, естественно. Большую благодарность я выражаю им за такой вклад. Действительно, это очень сложно. Скажите, есть ли проблемы с препаратами, с выбором схемы лечения и вообще какая помощь извне? Я знаю, что сегодня уже приступила к работе группа российских врачей. В какой помощи наши пациенты прежде всего нуждаются и ваши коллеги тоже? На данный момент времени все необходимые препараты у нас имеются в наличии. У нас был люфт по времени, когда во всем мире бушевал ковид, мы готовились, видимо, к этому, потому что препараты у нас в достаточном количестве действительно есть. Пациенты получают все в полном необходимом объеме. Сегодня и вчера у нас были встречи с нашими коллегами из России. У нас был консилиум сегодня, мы проводили с посещением больных. Незначительная корректировка в лечении, каких-то дополнительных анализов. Они нам дали советы, мы, естественно, обмен мнений происходил. Они будут в течение недели, насколько я знаю, будут посещать нас каждый день и будут вести больных. С другой стороны, я хотел бы все-таки такой момент заметить. На данный момент времени у нас, как я уже сказал, всего 36 больных. На это и даже на большее количество пациентов у нас все есть. Надеюсь, что и дальше у нас будет все, не дай бог, если у нас будет массовое поступление, я все-таки надеюсь, что и тогда мы тоже с честью выйдем из этой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы оперативные сводки были бы более позитивными, и мы, чтобы побыстрее вы все вернулись к нормальной жизни, к обычному режиму. Спасибо вам огромное, и извините меня еще раз за то, что я оторвала вас от очень ответственной работы. Передавайте огромный привет от коллектива нашей телерадиокомпании вашим коллегам. Берегите себя и желаю здоровья вашим пациентам. Спасибо большое за пожелания. Вам тоже всем здоровья, всем нашим слушателям. Доктор может пожелать только здоровья. Спасибо большое. До свидания.